Эти итоги года Русдрам подводит в закрытом театре. Не идут детские новогодние представления, в кассах не стоят очереди, и только коллектив присутствует на своих рабочих местах. В 2021 году Русдраму удалось поработать всего 5 месяцев, с февраля по июль. 12 июля театр и другие учреждения культуры в связи с ковидными ограничениями закрыли. За 5 месяцев на сцене было отыграно 100 спектаклей. Главное, конечно, для нас – это возможность работать. Вот когда ты можешь работать, когда у тебя есть возможность создавать спектакли, играть их, выходить к зрителю, обмениваться этой энергией со зрителем, чувствовать свою нужность, необходимость, то тогда даже какие-то неприятности, которые происходят с нами или со страной, потому что мы живем в этом вместе со всеми в нашей стране, они переживаются гораздо легче. Но когда, к сожалению, мы уже более полугода не можем работать на зрителя, и самое неприятное то, что нет ясности, когда это все закончится. Это, знаете, когда был раскол МХАТа в 1987 году, Олег Николаевич Ефремов, лидер той части, которая затем образовала МХАТ Чехова, МХТ имени Чехова, он очень тогда сложные какие-то переживал мучения внутренние. И самое главное, что его беспокоило, это то, что нет ясности. Вот как и чем закончится та или иная ситуация. Вот для театральных людей отсутствие ясности, отсутствие перспектив – это хуже даже, чем, наверное, невозможность работать там на протяжении какого-то времени. Вот когда ты не понимаешь, когда это все закончится. На мой взгляд, в целом год все-таки при этом, да, год был очень интересным. Он был необычным, он для нашего театра стал годом открытий, творческих открытий, открытий актерских возможностей новых, о которых мы раньше не подозревали. Уже после того, как театр был закрыт, репетиции не останавливались, и в условиях абсолютной неизвестности труппа готовила премьеры. Несколько спектаклей удалось успеть выпустить до введения культурных ограничений. Мы в этом году выпустили несколько премьер, которые очень востребованы зрителями. Это «Солярис», это «Последний из ушедших», это «Бродский», это «Принцесса и свинопас». У нас вот сейчас в производстве находится несколько спектаклей новых. Мы очень много сыграли спектаклей за тот короткий период, когда нам разрешили открыться. С февраля по середину июля мы сыграли более 100 спектаклей за буквально 4 месяца. Таких, на самом деле, результатов, когда ты добиваешься, конечно, кажется, что... Не то, что кажется, а ты понимаешь, что, в принципе, ты можешь преодолеть любые сложности испытания, потому что мы можем мобилизовываться, мы можем не терять энергии, мы можем не терять самообладание, мы можем концентрироваться на главном, на важном. И вообще, если можно вспомнить Чехова, «Чайку», что главное в нашей профессии – это терпение, уметь терпеть. Неси свой крест и веруй. Вот мы это делаем. Несмотря на все сложности, которые нас окружают, несмотря на то, что нас не слышат, к сожалению, наших доводов не слышат. Хотя для меня это очень странно, потому что я привык к тому, что мы всегда умели донести свою точку зрения до государства. И существование театра для государства, особенно активного, эффективного, яркого, обладающего высокой репутацией за пределами Абхазии, это знамя успеха, вот такой театр. И, наверное, если такой театр что-то просит или о чем-то говорит, или что-то предлагает, то это делается из добрых соображений, из соображений, связанных с необходимостью
сохранения и развития того, что есть лучшего, что есть в стране. На вопрос, какой план может быть выработан на случай, если и в новом году открытие театра затянется, Ираклий Хинба отвечает, что даже не рассматривает такой вариант событий. Вот мы, наш театр, это театр, избравший модель, активную модель, связанную с тем, что мы в меньшей степени полагаемся на государственное финансирование в том, что касается выпуска новых спектаклей. И всегда рассчитываем на свои возможности, на то, что мы зарабатываем. Выпуск любого спектакля, репетиции спектакля – это деньги. Сейчас у нас нет государственного финансирования уже на этот год, и уже последние месяцы оно просто исчерпалось, да, и мы, в принципе, должны были просто сейчас остановиться и просто платить зарплату, вот базовую зарплату работникам театра, и остановить все в театре, потому что все, что в театре происходит, все финансируется из небюджетных средств, а не из бюджета. Из бюджета финансируется зарплата, и там есть еще статья на оплату работы и услуг. Вот она уже закончилась на этот год. Но мы, так как у нас, нам помогли Хибла Герзмава невероятным образом, да, нам помогают наши друзья Николай Ачпа, Евгений Палант. И мы очень много работали с периода с февраля по июль и сформировали подушку безопасности определенную. Мы имеем возможность сейчас хотя бы репетировать, и вот чтобы этот репетиционный процесс не прерывался. Те спектакли, которые уже готовы, подошли к своему, значит, уже примерной готовности, они временно замораживаются. Мы, скажем, раз в месяц мы их играем просто для себя, как прогоны. Конечно, с декорациями, со светом. 2021 год можно смело назвать годом серьезного гастрольного успеха Русдрама. Именно гастроли вдохнули новую жизнь в коллектив закрытого до неизвестной даты театра. Мы побывали в 10 городах в этом году, и в частности мы дважды играли в Санкт-Петербурге на крупнейших фестивалях, и везде, где бы мы ни выступали, у нас были полные залы и большой успех. И это, конечно, наверное, столь масштабные гастрольные проекты не могли бы быть реализованы, если бы театр работал. То есть мы из всего извлекаем плюсы. Ну, конечно, гастроли вот нас в этом году просто спасли. То, что мы смогли выехать 10 дней, играли каждый день спектакль, это нас очень встряхнуло. И все-таки нас держит еще на плаву надежда на то, что что-то изменится, в конце концов, в этой связи. В 2022 году зрителей Русдрама ждет множество премьер, как тех, работа над которыми началась в прошлом году, так и совершенно новых спектаклей. У нас уже полностью готов спектакль «Энджи Ханум, обойденный счастьем». Даура Зантария, прекрасная повесть, такая очень, знаете, насыщенная и мифологией, и эротизмом, и традиционным таким миросозерцанием. Очень интересно. И эта история оказалась, на первый взгляд, казалась не театральной, не сценической, но то, что Мария Романова сделала с Анной Гюригян, вот ту работу, которую они сделали, мне кажется, она суть этого текста отражает. И поэтому, конечно, очень было бы интересно, чтобы наш зритель увидел эту работу. Кстати, это первая постановка по прозе Даура Зантария на театральной сцене. Практически у нас готов спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда». Но мы, вот, чтобы не рисковать, мы эту премьеру передвинули на чуть-чуть подальше в 2022 году, потому что это такой большой проект, и хочется, чтобы вот абсолютно точно знать, что театр будет работать, и этот спектакль будет показан зрителю, потому что это большие деньги и большие ресурсы человеческие, организационные, логистические и так далее. У нас так очень активно и успешно репетируется спектакль «100 лет одиночества» по знаменитому роману Маркеса. Возможно, он будет называться по-другому, будет другое название, потому что мы придумали
новую концепцию. Мы придумали особый ход ключ к этому материалу, который, мне кажется, позволяет избежать подводных камней, которые заложены в этом произведении. В первую очередь вот проблема густонаселенности, огромное количество персонажей, линий сюжетных, всего остального. Все роли в этом спектакле будут исполнять женщины, актрисы нашего театра. Там будет 8 актрис, 8 женщин, которые попытаются представить, ну вот, знаете, такую поэтику этого удивительного романа, этой вселенной. Это же вселенная, вот то, что создает Маркес, это такое плетение тонких материй, из которых складывается как будто реальная жизнь, но на самом деле в ней столько магии, столько непонятного, неосязаемого, невероятного. Вот этот вот такой магический реализм. И вот, мне кажется, этот спектакль будет иметь очень большой успех. Премьера намечается на конец марта. И затем у нас еще должно быть несколько спектаклей. В частности, об этом мы уже говорили. Это спектакль по новелле «Рассказ Мула старого Хабуга» из Сандры Чегема, Фазиль Искандер, в постановке Антона Корнилова, победителя режиссерской лаборатории Сандро, которую мы успели провести в 2021 году. Этот спектакль выйдет в конце июня. Но также у нас должна быть премьера еще в апреле, и должна быть премьера в октябре. Об этом мы скажем чуть позже. То есть, в принципе, у нас очень большой фронт работы. Я рассчитываю, что мы в 2022 году выпустим 7 новых спектаклей. Генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера поздравляет всех жителей страны с новым 2022 годом и призывает смотреть в будущее с оптимизмом. Ну, я, конечно, всем желаю благополучия. Я желаю реализации планов, чтобы все-таки ничего уже нам не мешало делать то, что мы любим, и чтобы у нас получалось, чтобы был хороший результат, полезный для нас и для окружающих. И я желал бы нашей стране, конечно, развития, конечно, процветания, конечно, безопасности, конечно, стабильности, спокойствия. Это те условия, в которых и может развиваться и строиться что-то хорошее. Поэтому я очень надеюсь, что вот год, был сейчас вот у нас год быка, такой вот немножко, много было упрямства, да, и такого какое-то нежелание идти на компромиссы в этом году. А вот следующий год, год тигра, это должен быть годом рывка во что-то позитивное, яркое, хорошее. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю в будущее.